Еўрарадыё.фм. Вітаю, гэта прамы эфір Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Міхась Ільін. Гэта аўтарская праграма Машы Калеснікавай. Такого вы не чулі, але яе сёння няма, таму буду весці праграму я. Адразу бы хацеў бы нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у такіх сацыяльных сетках, як ВКонтакце, Фейсбук і Аднакласнікі. Там можете задаваць пытанні нашаму госцю, мы іх абавязкова агучым. А госць нашай сённяшняй праграмы – гэта Павел Козіч. Прывітанне, Павел. Добрый дзень. Давай я спачатку цябе трошкі прадстаўлю. Павел – гэта пераможца конкурсу «Заспявай 5». Разам з сябрам Ціханам Букрабам Паша стварыў кампазіцыю «Трамвай» на верш паэта Антона Рудака. Павел і Ціхан вучацца ва ўніверсітэце культуры і мастацтва, любяць джаз і соул, разам працуюць кавер-бэндах, і дзякуючы конкурсу «Заспявай 5» хлопцы зрабілі аўтарскі праект. Все слушно? Так и есть. Добра, давайте, можа, пачнем адразу з кампазіцыі, а пазней пагутарым. С удовольствием. Уяўляеш, я спазніўся на трамвай. Год на 70, а можа і паболей. І раптоўна агарнуў мяне адчай, што ніколі разумееш, а ніколі. Мой трамвай не прагрукоча, як раней, па старой сталічнай вуліцы цэнтральнай. І званок ягоны ўжо не скалане цішыню глухую гарадскога рання. Што ніколі не сустрэне ён мяне, і дарэмна я чакаю на прыпынку. Можа, двойку, што блукае нібы ў сне, можа, звонкую, імклівую адзінку. Мой трамвай не прагрукоча, як раней, па старой сталічнай вуліцы цэнтральнай. І званок ягоны ўжо не скалане цішыню глухую гарадскога рання. Ужо адбегаў ад свіне, не прыедзе, не адчыніць свае дзверы. Ён загінуў на няскончанай вайне, разам з горадам, што жыў, кахаў і верыў. Уяўляеш, я спазніўся на трамвай. Паша Козіч і трек «Трамвай». Прэм'ера на Еўрарадыё.
Добре, цяпер можам пагутарыць. Давай спачатку пачнем з конкурсу «Заспявай», пераможцам якога ты стаў. Што гэта за конкурс? Просто, магчыма, некаторыя наши слухачы и гледачы не ведаюць, то просто хотелось пачуць, что это за конкурс. Это конкурс, в котором абсолютно любой человек, интересующийся музыкой, может написать свой авторский трек на стихи молодых белорусских поэтов и представить его на суд жюри и зрителей. Вот. Конкурс проходил в несколько этапов. Для начала каждый из участников присылал демо-версию своей песни, а дальше проходило живое прослушивание, и из всех участников выбирали 3 финалистов, с которыми песню дорабатывали уже профессионалы на студии, с уроками по вокалу, с людьми, которые занимаются непосредственно пиаром. Вот, в общем, нас знакомили со всей этой кухней, и уже был потом гала-концерт как финал, где объявляли, собственно, победителей. А які прыз пераможцу, калі не сакрэт? Приз приятный, денежный, 1500 рублей. Ну и помимо этого организаторы конкурса «Заспевай» нам помогли записать, собственно, эту композицию. Вот. Ну и, в принципе, много знакомств, много опыта. И это тоже дорого стоит. Калі не сакрэт, на што пашлі гэтыя грошы? Пока что еще ни на что не пошли, но я думаю, что часть из них пойдет однозначно на творчество, потому что к гала-концерту мы написали еще 4 песни, потому что нам надо было представить сольный такой блок, вот, поэтому я думаю, что чтобы они не ушли и не канули в лету, мы хотим их как-то запечатлить и запомнить для себя. Добра, вы выкарысталі для песні верш Рудака. Да. Паэта, чаму быў абраны менавіта гэты аўтар і гэты верш? На самом деле это спонтанное абсолютно решение. В принципе, песня как-то написалась очень быстро, очень как-то на одной волне, так и буквально там, не знаю, наверное, за час. Мне кажется, что это и секрет, в принципе, этой песни, потому что когда долго вымучиваешь что-то, чаще всего это не венчается успехом. Здесь мы абсолютно рандомно выбрали Антона Рудака, начали читать его стихотворение, и вот наткнулись на «Трамвай» и поняли, что это откликается нам однозначно. То бок раней вы за ним не были знакомы? Ну, я был знаком с, ну, как бы заочно, да, с стихотворениями. Я был знаком и Антона Рудака, и Никиты Найденова, и Георгия Бартыша, и Ларисы Врублевской, и очень многих других белорусских поэтов. Но это было очень давно, и я уже все это забыл, поэтому здесь это было просто попадание такое случайное. А после выхода этой композиции вы все-таки познакомились с ним? Да, мы познакомились, и мы как бы пообщались, и друг друга поблагодарили за то, что вот его стихотворение непосредственно нас вдохновило на создание этой композиции, а он поблагодарил нас за то, что мы вот так использовали его стихотворение. То бок он чуў, ему сподобалось? Да, он был на финале и, в принципе, слышал нашу композицию. В описании, кажется, читал про то, что разом с Тихоном вы играете в кавер-бенде. Да, так и есть. Мы с Тихоном знакомы очень давно. Где-то год 4 мы уже вместе работаем. Ну и как бы, в принципе, мы не только работаем, но и общаемся и дружим, поэтому вот такая идея создать что-то свое возникла у нас. А что за кавер-бенд? Як называть? У вас несколько проектов? Мы много где работаем, да, это правда. И вдвоем мы работаем, и в кавер-бенде мы работаем, поэтому тут как бы остановиться на чем-то одном пока что сложно. Да, мне кажется, и не нужно абсолютно. Давайте по парадку. То есть у двух вы працуете, як этот проект называется? Нет, у нас нет какого-то названия, мы такие все-таки творческие единицы, которые иногда объединяются, иногда разъединяются. Добро, а кто чем занимается в этом вашем объединении? Мы писали все песни абсолютно вместе. Чаще всего Тихон предлагает какие-то там гармонические решения и гармонию какие-то, а я уже пытаюсь что-то на эту гармонию спеть, придумать какую-то мелодию, и потом мы как-то вместе это все дорабатывается, и мы решаем, где что, какая часть, как это сделать, где какие точки, и, ну, то есть это все такой творческий процесс. Хотел поразмаўляць все ж таки яшчэ про кавер-бенды. Да. Все ж таки гэта такі выхад, выйсце для музыкі,
кавербэнды спяваць і просто як сродак зарабіць можна ўвогуле зарабіць у Беларусі музыкай? Сложно, однозначно. Сложно заработать авторской музыкой, и мне кажется, что пока что эта платформа очень всех пугает, потому что я знаю очень много действительно талантливых и вокалистов, и музыкантов, которые останавливаются на кавербэндах, потому что всем нужно питаться, платить за квартиру и так далее. Поэтому это, конечно, кавербэнд — это способ заработать. И некоторые делают отличную программу, качественную, профессиональную и в кавер-музыке, и спокойно себя в этом чувствуют. Но лично мне это немножко начинает надоедать, и, наверное, уже несколько лет начинает надоедать, но и как любой человек, мы очень долго боялись того, что дальше с этим делать. Ну хорошо, мы напишем несколько композиций, а дальше? А как это продавать? А как это делать? И за что это делать? То есть тут, наверное, чтобы отойти полностью в авторскую музыку, надо все-таки над этим долго поработать, и собрать какую-то аудиторию в первую очередь, и какой-то капитал, и в принципе, понимать свое точное направление. Но авторской музыкой я знаю немного людей в Беларуси, которые могут действительно только ей зарабатывать. Мне кажется, это все-таки сложновато пока что. Может, скажете, что это за люди, яких вы ведаете особисто? Которые зарабатывают авторской музыкой, ну, Нави Бэнд, Нотеки. Ну вот сейчас мне в голову даже больше, наверное, не придет. Много джазовых музыкантов, там Константин Горячий, они сейчас делают там Black and White Jazz проект, такая джазовая какая-то тусовка, которая там в определенные даты устраивают концерты с определенной тематикой. Много интересных проектов, но это все приходится находить, выискивать и как-то копаться в этом, чтобы увидеть действительно достойных ребят. Угу. А кавербэнды ўвогуле, якая праграма зараз папулярная, што вы выконваеце, якая гэта музыка? Ой, ну да, это на самом деле мы работаем, стараемся так работать, чтобы захватывать все, что и нам нравится, и то, что требуется. Мы играем и поп-музыку, и джаз-музыку, и лаунж, и какие-то старые хиты, и мировые хиты, и зарубежные. То есть часто программы подстраиваются под мероприятия какие-то. То есть это все очень индивидуально, но это тоже требует много времени и сил. Добра, мне падказваюць, што хутка нам трэба скончваць, таму дзе можна будзе вас пачуць менавіта за вашай аўтарскай музыкай бліжэйшым часам? Мы надеемся, что к лету мы сделаем все-таки концерт с авторской музыкой, вот такой какой-то квартирник, для того, чтобы все-таки посмотреть, насколько она интересна слушателям, поэтому следите за нами в соцсетях, и я думаю, что это будет в ближайшее время. Добра, у нас в гостях был Паша Козіч з треком, з прэзентацыяй трека «Трамвай», а для вас в студыі працаваў Міхась Ільін, і гэта была праграма «Такого вы не чулі». Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Настоящие герои.